Именно студентам эту лекцию читают не случайно, ведь все они потенциальные избиратели. Здесь им рассказывают, какие бывают виды выборов, какими правами обладают избиратели, как важно пойти и отдать свой голос, чтобы выбрать будущее региона или страны. Словом, те стороны избирательного права, которые должен знать каждый гражданин страны. Будущие экономисты и юристы, сидящие в этом зале, уже в следующем году на предстоящих выборах президента страны отдадут свои голоса. Председатель избирательной комиссии поясняет, сколько в Ингушетии функционирует политических партий, объясняет само понятие избирательный округ и как именно формируются территориальные комиссии. По вопросу окружных комиссий. Они формируются только в период выборов. Вот закончились выборы, их полномочия закончились на этом. Но в данном случае, даже здесь, у нас в республике эта комиссия, она не формировалась. Еще несколько лет назад студенты проходили избирательное право как индивидуальный предмет. Однако в последние годы такая дисциплина вошла в раздел конституционного права России. Конечно, в университете им объясняют основные принципы избирательного права, но возможность задать вопрос председателю регионального избиркома никто не собирается упускать. Депутаты избирают главу республики. И считаете ли вы, что эта система является правильной? То есть кому, как будет лучше, если будут прямые выборы, если народ будет избирать, или же оставить все как есть? Есть закон, и мы этот закон применяем. Если спросить меня как избирателя, то я за то, чтобы были прямые выборы. Я считаю, что прямые выборы они лучше, но есть законодательная норма. Лекция проходит по инициативе молодежной избирательной комиссии, чтобы молодежь знала, как важно воспользоваться своим правом голоса на выборах. Помимо теоретических вопросов, ребят интересует и практика. К примеру, как именно проходит подготовка к выборам и какая атмосфера должна царить в избирательных участках. Мы эту работу проводим в основном в межвыборный период. Ну, естественно, у нас не только мероприятия в форме и лекций со студентами и учащимися, но и реальные семинары, которые мы проводим, в том числе и для организаторов выборов. Сегодня я получил исчерпывающие ответы на все волнующие меня вопросы, и эти лекции, я считаю, что они полезны, и хотелось бы, чтобы они проводились чаще. Я считаю, что это очень необходимо для студентов, поскольку они будут знать свои права, почему нужно присутствовать на выборах, и каждый сможет реализовать свое право. Поэтому я думаю, что это обязательная часть. Избирательная комиссия свою работу начинает в первой половине декабря. На само голосование, которое определит курс страны, начнется 18 марта 2018. Рина Цичоева, Магомед Дидиков, Новости 24.